я думаю, что своей репутацией я ни разу не сделал так, чтобы кто-то усомнился в моих словах или моих действиях. Вот. И я правовую оценку пытаюсь дать этому вопросу и нравственно-моральную, с вашего позволения. Правовая оценка, если человек, у него государственный визит там был, да? Но визит это государственный, это для Российской Федерации, а для абхазской стороны это кандидат в президенты. Он не носит государственного статуса. Вот. Он зарегистрированный кандидат в президенты, не более того. Если там были такие моменты, где он брал обязательства или же какие-то документы подписал, вот, то, конечно, это с правовой точки зрения не имеет права. Мы пока для себя не знаем таких фактов, чтобы он обязательства взял или что-либо подписал. Но сам факт того, что государственные чиновники Российской Федерации принимали его в рабочем месте, как кандидата в президенты, для меня с морально-нравственной точки зрения это говорит о том, что Российская Федерация, она проявляет, ну, на мой взгляд, предпочтение какое-то вот кандидату, если этот вопрос ставить именно с такой точки зрения. Потому что, ну, я так вижу. Я не могу говорить о том, что агитируют, нет. Но когда, если, как нам заявляют, встреча была с кандидатом в президенты, а не с должностным лицом, тогда вот я так это расцениваю, что это вот какое-то предпочтение вот данному кандидату. Вы можете с этим не согласиться, но я так это воспринимаю. Да. Что это моя морально-нравственное мое восприятие. Что касается закона, если нигде не фиксируется, это мы еще для себя, чтобы потом не было вопросов и к ЦИКу в том числе, для себя разберемся в том плане, что брал ли он какие-то обязательства и выступал ли он там как не просто общественный государственный деятель, а как должностное лицо. Если факт будет установлен, что он как должностное лицо какие-то обязательства брал или же подписал какой-то документ, тогда это будет прямое нарушение выборного законодательства. Но есть моменты, которые, вот, когда вы говорите о том, что не просто кандидат в президенты, а если это факт того, что руководитель комиссии там и так далее, да, руководитель комиссии, насколько я понимаю, да, это и без суда и следствия, руководителем комиссии может являться на тот период, пока ты выполняешь свои обязанности. Совершенно. Я так понимаю. Вот, потому что если бы человек не был бы должностным лицом, он не являлся бы руководителем данной комиссии. Вот. Есть такие моменты. Вы на меня сейчас с надеждой смотрите, что я все по полочкам разложу, но я пытаюсь дать правовую оценку тем событиям, которые имели место быть. Но выборы в Республике Абхазия мы должны, несмотря на нравственно-моральную оценку, должны проводить по букве закона. Вы знаете, что сегодня выборное законодательство — это закон о выборах депутатов, закон о выборах президента, они совмещенные, и наши полномочия, они там прописаны. Мы сегодня, я вам ответственно заявляю, что у нас выборное законодательство, оно дырявое, оно далеко от совершенства. Наши предложения, они в парламенте лежат. В первом чтении приняли их единогласно, но до второго, третьего чтения не дошло. Я почему акцент на этом ставлю? Но несмотря какое бы оно дырявое ни было, я как председатель и мои коллеги, мы должны этой буквы закона придерживаться. Если закон несправедлив, значит его надо исправлять. Роман, извиняюсь. Вот вы скажите, какое реагирование, за что мы пришли, общественно-политической ситуации? Мы все это поняли. Что вы будете делать дальше? Дайте нам ответ. Чем вы не понял, вы будете разбираться, в каком качестве он там был, да? В каком качестве он там был. Официальные СМИ Российской Федерации, официальные СМИ
который в собственности у власти, заявили о том, что он туда поехал решать социально-экономические Всё вопросы. четко ясно. Договорился, вот эта фраза звучала. Да, там даже договариваться не Вам надо. этого недостаточно. Вы сейчас будете проводить сейчас, расследование. Я не закончил, минуточку. Вы сейчас будете проводить расследование компетентное. В каком качестве? Вы кого будете допрашивать? Министров, членов правительства Российской Федерации? Вам недостаточно информация от официальных СМИ России и Абхазии? Вам неужели недостаточно? Я не понимаю. Человек, являющийся кандидатом в президенты, по какому праву договаривается от имени государства, от имени народа Абхазии в Кремле? Как такое возможно? Вы об этом думаете? Вы рассказываете о моральной Переток, стороне. деньги. Моральная сторона в отношении них меня не интересует. Меня интересует буква закона. Вы долго разбираетесь. Я вам свое мнение сказал, если вам мое мнение не Ваше нравится, мнение непонятно. вот, мое мнение я вам сказал, что если как Я вам государственный задаю деятель вопрос. он поехал туда, Нет, как я вопрос государственный, задаю. вам не нравится, я вам отвечу. Мне то, что не вам нравится. Еще раз Ваш вам говорю, если он ответ. как кандидат в президенты поехал туда, ну вы он пишите. имеет право. Другое дело, что если он там обязательства брал, не как кандидат в президенты, а как исполняющий обязанности президента, это будет установлено, это нарушение закона.